Добрый день, в эфире программа «История республики». У микрофона Максим Курников. И в гостях у нас доцент Бирского филиала Башкирского госуниверситета Наиль Усманов. Здравствуйте. Здравствуйте. Наиль Усманов – исследователь темы голода 20-х годов, в том числе и в Башкирии. Мы сегодня об этой теме и поговорим. Давайте, наверное, в двух словах, для тех, кто никогда не слышал об этой теме, расскажем вообще, что это за голод такой, насколько он был масштабным. Да, действительно, в начале 20-х годов, обычно принято считать начало голода 21 год, хотя 20-й год тоже был достаточно тяжелый. В начале 20-х годов в нашей стране разразился голод, который, все, наверное, знают, принято называть поволжским голодом. На самом деле это не совсем правильный термин, по моему мнению, потому что голод охватил очень большие территории, в том числе и Южного, Среднего Урала, Северного Кавказа, Крыма, части Украины и, в общем-то, даже некоторых других территорий. И голод продолжался не 21 год, как иногда принято называть голод 21 года. Голод был особенно тяжелым в 1922 году. Это рубеж 21-22, да? То есть зима 21-22 года. Зима, весна даже, наверное, наиболее тяжелая была, потому что суррогатов уже не хватало. 21-22 год, летом ситуация несколько улучшилась, и потом к концу 22 года опять начала ухудшаться, и 23 год, в общем-то, первая половина 23 года тоже можно считать голодом. Давайте попробуем тогда перенестись в то время, просто и проследить цепь событий, которая привела к такому страшному голоду. Прежде всего, все-таки, хотя иногда это отрицают какие-то историки, прежде всего надо назвать засуху, причем два подряд засушливых года, это 1920 и 1921 года. Засуха, очень высокая температура, накануне зимой мало снега было, влажность почвы очень низкая была. Это, конечно, я считаю, начало голода. Затем участие в войне, Первой мировой войне и в гражданской войне. Позволю привести пример из своей семьи. У меня оба деда, например, участвовали в Первой мировой войне, крестьяне. То есть они были вырваны из сельского хозяйства, да, и в ходе войны многие были вырваны из своих привычных занятий, и, в общем-то, это тоже в какой-то мере повлияло на голод. Естественно, в ходе гражданской войны, все мы это знаем, осуществлялась продразверстка, когда изымали не просто излишки, мы все знаем, изымали и то, что крестьянам очень необходимо было. Еще целый ряд факторов, причин можно назвать, в том числе, естественно, реквизиции белых, в том числе блокаду со стороны Запада. Все-таки сельскохозяйственная техника, допустим, до Первой мировой войны в какие-то мощные крестьянские хозяйства поступала. И этот момент, и другие причины можно назвать. Если, опять же, говорить непосредственно о территории современного Башкортостана, какие территории здесь пострадали больше других, и как это происходило? Я напомню, что современный Башкортостан, тогда представлял собой Уфимскую губернию, северную часть примерно нашей республики, и Башкирскую республику, автономную Башкирскую республику. Наиболее пострадали, в общем-то, от голода это Башкортостан, южная часть современного Башкортостана. В силу ряда причин население здесь не очень хорошо понимало земледелие. Они в этом не виноваты, конечно. Эти территории были отдалены от железных дорог, и когда потом, в общем-то, все-таки начала помощь поступать, то сюда достаточно трудно было доставить. Поэтому здесь, конечно, больше всего население страдало. Хотя в Уфимской губернии население тоже страдало. Надо сказать... мы говорим засушливый год, незасушливый год, но это, наверное, важно для тех, кто занимается сельским хозяйством, да, кто земледелием, точнее, занимается. А для тех, кто занимается кочевым, например, скотоводством или скотоводством вообще, да, засуха не такой страшный бич, как для тех, кто занимается земледелием. Но изучая историю Казахстана, например, они о голоде 21 года, стартом голода 21 года называют так называемый джут. Джут – это когда лед покрывает землю, что скот не может пробиться к траве. Было ли что-то подобное здесь? Здесь в южной степи тоже, в общем-то, выгорели, и здесь для скота тоже травы, в общем-то, не было, поэтому пришлось резать, не только не получили хлеба, но пришлось и резать скот. Поэтому даже, в общем-то, допустим, если смотреть документы того времени, то сентябрь, октябрь, и цены на мясо даже на рынках, может быть, падали. Такое было.
но это как раз свидетельствует о том, что приближается еще, в общем-то, более страшный голод. А вот мы говорим о ценах, да, на рынках. Опять же, не знаю, как ситуация обстояла здесь. Я знаю, что в некоторых регионах в это время красные пытались запретить рынки или запретить торговлю по там, каким-то иногда надуманным причинам. В некоторых губерниях на рынок, если ты привозил что-то, если ты там не продал, то должен был сдавать это чуть ли не бесплатно или там за какую-то символическую сумму государству. Были ли какие-то здесь ограничения торговли? В 2020 году, может, в начале 2021 года, может, такие были, но вот я больше исследую 2021 год, все-таки это уже период НЭПа, и здесь никаких ограничений особых, значит, для рынка не было. Более того, вот потом мы будем говорить, сюда поступала иностранная помощь, и даже иногда, значит, то, что привозили иностранцы, появлялось на рынках, и правоохранительным органам, местным чекистам, именно иностранцы указывали, что за безобразие на рынках вот свободно торгует тем, что мы привезли бесплатно. Ну, давайте мы попозже вернемся к теме помощи, в том числе и заграничной помощи голодающим. Для начала все-таки хочется понять масштабы. Есть ли какая-то статистика, и как эта статистика высчитывалась, как она проверялась, чтобы мы понимали, насколько она верна или неверна? Да, статистика есть. Вот в Уфимской губернии, например, считают, что голодало до 70% населения, в Башкирской республике до 90% населения. Это в тысячах человек? В процентах человек. Да, а в тысячах человек, ну, у нас, если 2000 население считается Башкирии, то время Большой Башкирии, условно говоря, 2 миллиона 950 тысяч человек, то, в общем-то, вот... Несколько миллионов голодают. Да, несколько миллионов. Так, потери, вот энциклопедия дает потери населения, правда, не все умершие, может быть, и те, которые потом выехали из этой территории, где-то 650 тысяч были потери во время этого голода. Ну, то есть, в любом случае, сотни тысяч людей находились в состоянии постоянного голода. Да, но я еще хочу сказать, что вот когда говорят 90% голодало, то иногда, когда люди подсчитывали, в общем-то, это какой-то подсчет велся, в число голодающих не включали тех, кто имел суррогаты в достаточном количестве. То есть, тех, кто имел лебеду, например, желуди, видели, что у них есть лебеда и желуди в достаточном количестве, их, в общем-то, даже не причисляли к голодающим. Тогда давайте подробнее объясним, что такое суррогаты. Под суррогатами понимается вот лебеда, желуди, разного рода травы, которые, в общем-то, можно употреблять в пищу, ну, смешивая с нормальной едой или, в общем-то, даже в чистом виде. В то время, конечно, употребляли, и об этом очень много написано, тех животных, которых, в общем-то, обычно не принято употреблять: собак, кошек, крыс и так далее. Ну, я как-то видел, да, что собака стоила в какой-то момент каких-то невероятных денег. Чуть ли не дом можно было купить за ту сумму, за которую можно было купить собаку. Но раз уж мы заговорили, да, о том, как вело себя население, понятно, что первым делом пошли под нож традиционные виды еды, да, потом, соответственно, пошли уже на кошек и собак. Что потом начали делать люди? Как они искали еду? К кому они обращались? И какова была реакция властей? Конечно, люди вот в сельской местности, когда у них совсем не хватало еды, они большими группами перемещались в города. Ну, и очень много было слухов, что вот в Сибири более-менее, ну, это действительно так, была более-менее нормальная обстановка на территории Средней Азии, поэтому были такие массовые перемещения населения с одного места в другие. В городах они обращались, естественно, к властям. Власти очень часто ничего поделать не могли, и, скажем, люди очень часто бывало так, что если приходили с детьми, просто бросали детей на пороге учреждения какого-то там власти или больницы, и сами уходили где-то в другое место искать еду. Вот так происходило. В общем-то, продавали, какая-то часть населения все-таки имела продовольствие, продавали все, что можно, и вот за счет этого, в общем-то, какое-то время существовали. Если, опять же, говорить о том, когда пришелся пик голода, это 21-22 годы, да, было ли это перемещение из населенных пунктов свободных? Препятствовали или не препятствовали власти тому, чтобы люди уходили из тех мест, где голод был больше всего? Пик голода больше приходится на 22 год, зима и весна 22 года. Власти, я скажу, препятствовали, но в каком смысле препятствовали? Дело в том, что все-таки власти, а потом иностранцы открывали, в том числе в селах, столовые, в которых питали людей, и власть
очень боялась, что люди, значит, будут уходить из деревень, а значит, не будет вестись сельское хозяйство в следующий год. А в городе будет скопление голодных, ну, а в то время, когда голод одновременно, в общем-то, начались разного рода инфекционные болезни, и вот это скопление, конечно, очень боялись. Поэтому в том числе и по этой причине сдерживали, ну, и сдерживали, видимо, насильственным путем, там особых я документов на эту тему не видел, ну и старались, уговаривали людей, что, в общем-то, помощь придет, и таким образом, как тогда говорили, крестьянина нужно было оставить у сахи. Понятно, что любые трудные времена, к сожалению, это всегда, да, они обостряют в человеке нечеловеческие качества. Что тогда было с мародерством? Что было с нападением людей друг на друга? Что было с криминальной ситуацией? Да, криминальная ситуация, значит, очень сложная была. Надо сказать, вот те люди, бедствующие, значит, если из бедной деревни где-то приходили в другую деревню, где, может быть, там, допустим, были еще картошка оставалась где-то на полях и так далее, они выкапывали этих людей, очень часто находили и убивали. Более того, значит, каким-то обществом, сообществом, что ли, даже принимали такое решение. Вот протоколы, конечно, страшные такие, что постановило таких-то людей, мародеров, убить. В общем-то, вот такие убийства довольно-таки часто случались. Ну и очень часто тогда, знаете, вот нам трудно представить, ценностью была одежда, и часто людей убивали вот из-за одежды. Во всяком случае, вот в Оренбурге, насколько я знаю, там, значит, 2-3-этажные дома были, там даже, значит, такая информация проходит, что сверху, с верхних этажей набрасывали на людей аркан, поднимали их там, убивали, снимали одежду в основном, ну, если там какие-то ценности были, драгоценности, вот такие вещи были. Так что преступность достаточно была большая. Вот я вам скажу еще, знаете, в Уфе, свидетельство это иностранцы тоже, в Уфе на железнодорожном вокзале висел огромный плакат. Это мы иностранцы перевели, было написано: до 6 часов одежда ваша, после 6 часов одежда наша. Это грабители вывешивали вот такие плакаты в Уфе. Предупреждали. Предупреждали, Вежливые да. какие. Но есть еще, да, более страшные преступления, о которых так или иначе проходит информация. Вот вы сейчас, да, подтвердите или не подтвердите о том, что в том числе и здесь, в Башкирии, были случаи людоедства. Было ли такое? Если да, то как власти пытались с этим бороться? Да, такие случаи людоедства были. Есть очень много документальных свидетельств. Более того, я не совсем это понимаю, но милиция, когда арестовывала, в общем-то, людей, которые занимались этим делом, она фотографировала их с останками вот этих человеческих тел. И такие фотографии сохранились, в общем-то, они есть, очень жуткие. Ну и в Башкирии, так как, значит, повторю, что голод, наверное, наиболее сильным был именно в Башкирии, ну, таких случаев было, конечно, немало. И иностранцы это фиксировали, и наши органы, значит, соответствующие фиксировали, милиция и прочее. Более того, значит, именно здесь, в Башкирии, в Уфимской губернии вышла книга врача Василевского, значит, которая примерно так называется, об антропофагии, по-моему, и каннибализме. Правда, эта книга предназначалась для распространения в местах не голодных, чтобы люди, значит, в тех местах более благополучных все-таки прочитали, увидели, какие ужасы на Урале, в Поволжье. Значит, и помогли, и помогли, да, чтобы не пожалели, хотя и не так уж богаты были, чтобы не пожалели, там сколько-то выделили. Ну, давайте теперь о помощи. Когда власти поняли, что ситуация критическая, и нужно, что называется, всем миром помогать? Ну, прежде всего, обратила на это внимание все-таки интеллигенция, а не власти. Интеллигенция с властью тогда не очень дружила, в свою очередь интеллигенцию вроде как не очень поддержали, но все-таки была создана организация, в которую вошли, в общем-то, представители власти, я имею в виду Центральная организация помощи голодающим, общественная организация, в которую вошли многие представители интеллигенции, ну и даже некоторые деятели, так сказать, кадетской партии, некоторых партий, которые, в общем-то, как бы под запретом находились. Несколько позднее власти тоже обратили на это внимание. Была создана сначала Центральная комиссия помощи голодающим, потом такие же комиссии помощи голодающим в губерниях, вот в нашей республике, в уездах, ну и в властях. Хотя скажу, что если посмотреть, значит, документы, то по этим документам видно, что очень сложно, в общем-то, разворачивалась вот эта деятельность этих комиссий, не могли найти средств, ну и так далее и тому подобное. Как так получилось, что еще недавно находящаяся в блокаде, да, страна начала получать помощь
иностранных государств. Да, действительно, многие вот задают вопрос. Помощь исходила от зарубежных европейских, прежде всего, государств и Северной Америки, Соединенных Штатов Америки. Ну, как так получилось? Было обращение Максима Горького, писателя, который обратился с просьбой к общественности Запада помочь детям, как наиболее слабым, беспомощным, значит, там не шла речь о помощи вообще, значит, и западная общественность, которая только что пережила Первую мировую войну, и, кстати говоря, тоже пережила ужасы голода. Которая тоже, да, пережила ужасы голода и Первую мировую войну, в общем-то, так или иначе, лучшие представители, скажем, этой общественности так или иначе отозвались на это. Но голод не пережили тогда североамериканские Соединенные Штаты, так тогда это государство называлось. Более того, они даже переживали, можно сказать, в сельском хозяйстве у них был избыток перепроизводства. Ну и Америка откликнулась на этот призыв о помощи, и призыв о помощи детям, еще раз повторяю, конечно, Соединенные Штаты Америки, да и как и европейские страны, не признавали новый режим. Мягко говоря, в России, не симпатизировали, это точно, да. Даже известно, что участвовали в интервенции, помогали, так сказать, белому движению, но, понимаете, не откликнуться на призыв помощи детям, наверное, было трудно. Вообще на Западе благотворительность и тогда была достаточно распространенным явлением, и богатые люди, в общем-то, не жалеют какой-то части своей собственности для оказания помощи. Давайте теперь тогда более конкретно поговорим. Каковы объемы эти помощи были вообще и здесь, в Башкирии, в частности? Если сразу переходить на, так сказать, большие цифры, то американцы, например, помощь из Америки в момент наивысшего объема вот этой помощи кормили, давали продовольствие примерно 10,5 миллионам людей. Но это, правда, происходило в августе, первой половине сентября, когда, собственно говоря, нельзя сказать, что все эти 10,5 миллионов нуждались в этой помощи. В Башкирии, я имею в виду Уфимскую губернию и Башкирскую республику, когда в 1921 году приехали представители американцев, значит, они рассчитывали оказывать помощь примерно 75 тысячам детей. Потом эта помощь, увидя огромную массу здесь бедствующих детей, значит, количество это возрастало. Потом с весны 2022 года начали оказывать помощь и взрослым, и в конечном счете где-то свыше 1 100 000 человек в Башкирии, Уфимской губернии и Башкирской республики, они к тому времени уже объединились, вот примерно получали продовольственную помощь, ежедневно и бесплатно. А когда мы говорим об американцах, я так понимаю, мы говорим об организации АРА. Да, да. Как она расшифровывается? ARA – это сокращенное название английского названия этой организации, American Relief Administration, Американская администрация помощи. Так уж принято у нас, значит, ее называли АРА или даже просто ARA. Как к этой помощи относились местные власти? Потому что, как ни крути, наверное, с недоверием. Разумеется, с недоверием. Дело в том, что эта организация ARA, в общем-то, в свое время оказывала помощь людям на территории России, но оказывала помощь на территории, контролируемой белогвардейцами. Какая-то помощь, конечно, шла, видимо, армиям, вот Колчака, например, Юденича, насколько известно. Какая-то помощь шла и населению тех территорий, которые контролировала АРА. И сам факт, то, что вот американцы помогали когда-то белогвардейцам, конечно, не могло не насторожить правительство и местные власти. Наверное, насторожило то, что среди тех людей, которые организовывали помощь, достаточно много было военных. Причем они это не скрывали. Например, в Башкирии помощь возглавлял полковник армии США. Полковник Белл, насколько я понимаю. Полковник Белл, да. Я напомню, это была программа «История республики». В гостях у нас был доцент Бирского филиала Башкирского государственного университета Наиль Усманов, исследователь темы голода 20-х годов. Спасибо. Спасибо.